Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Посол Кыргызской республики в Азербайджанской республике Кайрат Усмоналиев принял посла Венгрии в Азербайджане Тамаша Йоджефа Тормана. В первую очередь посол поздравил новоназначенного посла в Азербайджан 19 сентября Томаша Йоджефа Тормана и пожелал ему успеха в работе. В ходе встречи было сообщено, что между Кыргызстаном и Венгрией очень хорошие политические отношения, что страны тесно сотрудничают в сфере экономики, торговли, энергетики и не только. Кайрат Усмоналиев отметил, что Венгрия является одним из важнейших партнеров Кыргызстана в Евросоюзе и пожелал послу успеха в работе. Томаш Йоджеф Торман подчеркнул, что отношения между Кыргызстаном и Венгрией основаны на дружбе и взаимном уважении и будут развиваться в этом направлении и дальше. Затем посол Кайрат Усмоналиев заявил, что авиасообщения между Баку и Бишкеком нет, и предложил венгерскому дипломату обратиться к руководству своей страны с просьбой открыть маршрут Будапешт-Баку-Бишкек и наоборот. Конечно, в этом случае будет осуществляться и воздушное сообщение этих стран, входящих в Организацию тюркских государств. Оба дипломаты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов и приняли решение активно сотрудничать в реализации взаимовыгодных проектов и для развития отношений между двумя странами. В Турции прошло мероприятие, приуроченное к 40-летию переселения турок-киргизов Улупамир в Турцию и программа памяти Рахман-Кул-хана. В программе приняли участие президент Ассоциации солидарности турок-кыргызов Абдулметин Кескин, представители общественных организаций и многочисленные гости. 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Улупамир конушунда отурукташкан кыргыздар Түркияга келгенинин 40 жылдыгына карата маданий фестиваль уюштурушту. Көрүстөндү зыярат кылуу, 1 мүнөттүк унчукпай туруу жана мамлекеттик гимн ойнолгондон кийин иш-чара ордо оюну менен уланды. Бул жерде сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Лира Сыдыкова Кыргыздын макалында айтылгандай, чыры бир бөлүнөт, түбө бир биригет деп айтып, бир туугандыгыбыз түбөлүктүү болсун. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем деди. Бир тараптан түркүн түстүү көрүнүштөр орун алган иш-чарага катышкан Эржиш районунун акими жана мэрдин орун басары Нури Мехметбей уулу бул жерди бүт улупамирлик боордошторубуз өз мекени катары билишип, эңсеген тилектерин ушул жерден аткарып жашоосун улантышууда. Бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик мекемелерде улупамирлик туугандарыбызды, агаларыбызды көрүп жатабыз. Айрымдары университеттин студенттери, кээ бири офицер, мугалим жана медайым болуп иштешет. Алардын өлкөбүзгө келгенинин 40 жылдыгында Кыргызстанда да, районубузда да болуп өткөн иш-чараларга келген адамдарды урматтоо менен куттуктайм деди. Түрк мамлекеттер уюмунун өкүлү Арслан Койчиев өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза улуу памирлик кыргыз түрктөрүнүн 40 жылдык мааракесин куттуктаганын билдирди. Кыргыз түрктөрүнүн маданият жана тилектештик коомунун төрагасы Абдулметин Кескин кыргыз түрктөрүнүн Түркияга келгенинин 40 жылдыгына карата атайын иш-чара уюштургандарын белгилеп, бул 40 жылдык мааракеге карата программанын алкагында шейттерибиздин өзгөчө лидерибиз Рахман Кулхандын бейтине зыярат кылып дуа кылдык. Aciz kulların olarak huzuruna geldik ya Rabbi. Ellerimizi semanın boşluğuna değil ya Rabbi. Bizzat dergâh-ı uluhiyetine kaldırıyoruz. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Gözünden çıkan bir gülü var ya. Acayip gülü. O kimana üstünü kapattığından kim oldu? Yok olup geçti. Gündüz var öyle de. Allah'a şükürler. Şükürler. Türk devlet bize sahip çıktıktan sonra. Bir. Çek. Bir dakika bekle.
Biz de yerde Evet evet. Teşekkür ederim. Kız yaz baksın ya. Ay baksana sen. Ulu Pamir Van Kırgız Türklerinin geleceği parlak, hayatları güzel, yurtlarında barış olmasını, Kırgızistan-Türkiye kardeşliğinin ebedi olmasını temenni ederim. Kırgız atasözünde dediği gibi ucu bir olan ayrılır, temeli bir olan birleşir. Kardeşliğimiz daim ve kaim olsun.
Hüseyin Doğaner. Hüseyin Doğaner'in yanında 2 numaralı formalı Hüseyin var. Evet, bir sayı çiğleri var. Amir takımından Amir takımı 2-1 geçti.
Президент Союза палаты товарных бирж Турции Мустафа Рифат Хисарджиклы-Оглу во время визита в Кыргызстан прочитал лекцию в университете Манас и отметил, что при открытии своего бизнеса он учитывал 3 основных пункта. Сначала желание, потом цель, наконец работа и действие. При встрече с ним мы хотели, чтобы он еще раз вкратце проанализировал этот процесс. Bir, hayal hedef çalışmayı bir anlatalım, ondan sonra onu anlatalım. Bir iş insanı başlarken muhakkak hayal kurması lazım. Hayalsiz bir iş olmaz. В обществе существует мнение, что прежде всего необходимо выбрать цели, свои желания, чтобы потом работать и выполнять эти задачи. И если вы не будете работать, то ничего не сможете достичь. Я обратился к кыргызстанским студентам. Конечно, без поддержки или помощи абитуриентам будет сложно достичь своих целей в одиночку. У нас большие возможности и возможности в сфере совместного сотрудничества для Кыргызстана и других тюркских стран. Во-первых, необходимо поставить задачу воплотить желаемое в жизнь. Я хотел бы сказать, что вопрос о квотах должен быть упразднен среди наших соотечественников. Разве необходимы квоты для сотрудничества, когда взаимодействуют 2 братских народа? В торговле должна быть представлена свобода. Мы должны свободно совершать взаимный товарооборот, с кем захотим. Мы должны создать зону благосостояния, и тогда для нас откроется целый мир. Еще один проблемный вопрос – визовый. Визы должны быть отменены между нашими странами. Это мое мнение. Мы, в свою очередь, поздравили нашего собеседника с высокой награды. Он отметил: «Я горжусь тем, что меня наградил достопочтенный Ильхам Алиев. Это честь для меня, моей семьи и моей родины». Рифат Хисарджиклы-Оглу затронул тему экономической интеграции в тюркоязычном мире. «Считаю, как братские страны мы должны развивать наши экономические отношения. У стран-членов Тюркского совета есть потенциал развития торговли до $1 триллиона. В наших государствах проживает до 160 миллионов человек. Эти цифры возможно сделать вместе шаг вперед. И они говорят, что настало время показать миру нашу огромную силу. Для этого мы должны сначала усилить экономическую интеграцию между странами. Мы сейчас размышляем над тем, как сделать свой вклад в развитие государств с экономической точки зрения. Товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил $529 миллионов. Еще в 2020 году эта цифра была $449 миллионов. Рифат Хисарджиклы-Оглу подчеркнул, что турецкая сторона заинтересована в том, чтобы повысить уровень товарооборота и инвестиций, а также наращивать промышленный потенциал для развития Кыргызстана. Кроме того, турецкая делегация выразила готовность в дальнейшем сотрудничать в сфере строительства малых и крупных гидроэлектростанций в Кыргызстане. Используя возможность, поздравляем вас с открытием представительства телеканала «Пирамиды» в Турции. В Узбекистане прошел международный книжный фестиваль «Ташкент Букфест-2022». Азербайджан также представил свою книжную продукцию на этом фестивале. Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан с 2019 года проводит международную книжную ярмарку «Ташкент Букфест» при поддержке различных министерств и комитетов страны. Основной целью выставки ярмарки является популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры, поддержка и развитие литературного наследия стран-участниц, изучение опыта мировой полиграфии и установление международных связей. Выступая на церемонии открытия, директор агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев отметил, что его правительство очень обеспокоено развитием книжной индустрии и уровнем чтения в стране. Он выразил удовлетворение большим интересом к мероприятию, проведенному в выставочном центре УЗ-Экспо-центр в Ташкенте, и отметил, что наряду с ведущими организациями книжной отрасли и учреждениями культуры Республики Узбекистан на ярмарке были организованы национальные стенды Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Египта, Казахстана, России, Великобритании и Белоруссии. Отметим, что Азербайджан представляет Азербайджанский культурный центр Гейдара Алиева в Узбекистане на 3-й международной книжной ярмарке «Ташкент Букфест». Стенд Азербайджана, организованный на видном месте выставочного центра УЗ-Экспо-центр и, учитывая большую площадь, украшен элементами национальной культуры нашей страны, сувенирами, коврами, плакатами, флагами, а на стенде размещены издания на азербайджанском и узбекском языках, рассказывающие о нашей стране по проектам Азербайджанского культурного центра. На стенде азербайджанского
Азербайджана также представлены публикации по истории, государственности, культуре и литературе нашей страны. Также есть материалы, посвященные агрессии Армении против Азербайджана и политике агрессии, а также книги, изданные фондом Гейдара Алиева в целях пропаганды нашей страны. На национальном стенде выставлены портреты гениального мыслителя Азербайджана Низами Ганджеви и известного поэта узбекской литературы Алишера Наваи, а также их хамса, переведенные на азербайджанский и узбекский языки. В качестве новых книг на узбекском языке участникам выставки были предоставлены Китаби Деде Горгут, пословицы Азербайджана и Узбекистана, произведения Мирзы Аликпера Сабира, Ахмеда Джавада, Шаха Исмаила Хатая. Следует отметить, что, принимая во внимание объявление этого года годом Шуши, президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, книга Хуршид Бану Натева была переведена на узбекский язык и вновь издана по проекту Гейдара Алиева в Азербайджане. Культурный центр в Узбекистане, а также Занзигур, рекламный проект издания «Ворота тюркского мира», пройдет на выставке и также будет представлен широкой публике. 28-30 октября в тематическом парке «Долина легенд», расположенном в городе Наманган, был организован первый международный фестиваль меда. На церемонии открытия фестиваля выступил аким Наманганской области Шавкатджон Абдуразаков. В церемонии приняли участие руководители пчеловодческих объединений Республики Узбекистан, Казахстана и Кыргызстана. Наманганская область является лидером по экспорту пчелопакетов в нашей республике. 70% экспортируемых пчелопакетов носит регион. В этом фестивале принимают участие 35 человек из соседней Кыргызской республики, 7 человек из Казахстана, 5 человек из России, всего 47 пчеловодов-предпринимателей, а также крупные пчеловоды и специалисты из других зарубежных стран. Основная цель фестиваля – укрепить взаимное сотрудничество и дружбу, а также создать площадку для международного обмена опытом в области пчеловодства, индустриализировать пчеловодство с внедрением инновационных технологий, войти в число 10 крупнейших стран мира, в мире, где развито пчеловодство, таких как Россия, Казахстан и Украина. Кроме того, принять меры по безвозмездной раздаче 2000 килограммов меда малообеспеченным гражданам, малообеспеченным семьям и женщинам, нуждающимся в социальной защите в рамках фестиваля, как доказательство щедрости и доброты нашего народа. Фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего и зарубежного туристического потенциала региона. Скоро на нашем телеканале «Пирамида» состоится премьера. Народной артистки Азербайджана и Узбекистана, золотой медалистки государства Туркменистан, произведение в исполнении Гулянаги Мамедовой. Она будет исполнять песню на кыргызском языке «Иссыкуль», слова Лейлы Алиевой, дочери президента Азербайджана. Заодно мы представим вашему вниманию обширное интервью с народной артисткой и подробно расскажем об альбоме турецких народных песен. Сейчас Гулянаг Ханум находится в творческой командировке в Бишкеке. Türkmenistan'ım, Özbekistan'ım, Kazakistan'ım, Türkistan'ım, seslenir hamıya, seslenir hamıya, mehribanıya.
insan ola, mehriban kalbikeş bir insan ola, mehriban ola, mehriban ola, mehriban ola, mehriban ola. Temiz eşki mehabbeti tutar, diye günahdan güsseden uzak. Temiz eşki mehabbeti tutar, diye günahdan güsseden uzak. Bir könülde bir can olar, daha da mehriban olar. Mehriban kaygıkeş bir insan ola, mehriban kaygıkeş bir insan ola, mehriban ola, mehriban ola, mehriban ola, mehriban ola. Камчи – плеть – неотъемлемая часть кыргызской культуры и быта. Этот аксессуар всегда присутствовал в жизни кочевника. Камчу использовали не только для управления лошадьми, она также присутствовала во многих обрядах и традициях кочевого народа. Камча должна висеть в каждом доме как оберег от дурных людей и злых духов. Камча являлась символом власти и передавалась по наследству от отца к сыну. Плеть предводителя, помимо прочего, символизировала его ответственность перед народом. Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем кладем на нее дольки помидора. Этот вкусный завтрак можно приготовить всего за 5 минут. Немного посолить, накрыть крышкой и варить 2 минуты. Переворачиваем жареные помидоры. В жареном виде очень вкусно. На помидоры выкладываем тонко нарезанную колбасу. В этом случае колбаса варится, как в томатном соусе.
Будет лучше, если накрыть крышкой. Добавляем 2 яйца и готовим до полной готовности колбасы. В соус добавляют соль, перец, а также специи и зелень. Кроме того, добавляется столовая ложка молока. Необходимо также налить немного масла. Тонко нарезанный сыр почти готовый к выпечке. Покрываем сверху тонко нарезанным сыром, снова закрываем крышкой сковородку. Как только сыр расплавится, откройте крышку и добавьте острый красный перец. Еще немного петрушки. Приятного аппетита!